Привет всем. Татьяна, здрасте. Здравствуйте. Я успел прочитать ваши статьи перед началом. Ну, правда, это очень быстро получилось, поэтому ну, я не успел их законспектировать, я это чуть попозже сделаю. Короче, я начну с классной новости. Она в том, что я пришел в восторг от ваших правок. Ну, вы знаете, что я давно в кино и занимаюсь этим уже, ну, сценаристикой так уж точно лет 6. И я давно не видел таких классных правок, даже когда работал там с Цикало и с редакторами профессиональными. Я просто нахожусь в перманентном каком-то эйфории. И, Даррели, а ты зря улыбаешься. Тебе, кон- тебе конкретно выговор. Тебе выговор, потому что ты ничего мне не написала, ничего не Правильно, Вов, отправила. правильно, правильно, правильно. Ругай. Тебе выговор, тебе просто выговор. Вот, объявлен. Ты можешь что-нибудь ответить, Вове, но лучше не надо. Я Я ожидал. вчера посмотрела «Божика» и фильмы Льва. Вот на такое я опаздываю, если честно. И «Солнцестояние». Реально я не успеваю. Я вообще сегодня Надо даже было не прийти. параллельно во втором Стыдоба какая. экранчике, там на ноутбуке подписывать сразу. Я, короче, буду Короче, сразу теперь все смотреть, бесполезно. И, возможно, у меня будут очень рваные теперь знания. Ну ладно, надеюсь на вас, что вы вот сегодня новые люди, и поэтому в любом случае будешь вводить в курс дела, ребят. так, что-то помогло, да, помогло, я нормально вас слышу. Короче, я в эйфории нахожусь. Во-первых, я доволен безумно собой, потому что я ждал от Татьяны просто красным текстом: это не то, это не то убери, то переделай, это не так. В итоге совершенно внятные конкретные вещи, которые очень легко переделать, и я их переделаю. Во-вторых, Саша, конечно, ты просто молодчина. Включился. Люда, отличные комментарии. Все, что написала, я все возьму. Как они отца встретили. В общем, вот я даже себе тут завел специальную папку. И, ну, не папку, я прям в тексте написал, и там вы все разным цветом выделены. Но я сегодня понял, что слишком много вы мне дали работы, и я просто в рамках одного мастер-класса сейчас не смогу каждый ваш комментарий откомментировать, потому что это огромное количество информации. Я просто буду сейчас просто говорить об одном, и мы закончим только к 10, а я только Люду разберу, или только Риму, или только Татьяну, или только Сашу, или только Влада, и я просто не смогу это. Давайте я запишу лекцию там во вторник или в среду, э, где я сразу буду что-то из этого работать, и тогда, ну, вы сможете увидеть, как я с каждым отдельным комментарием по каждому биту действую, потому что сейчас у меня, например, на один бит, на некоторые биты по 3-4 комментария разных людей, и, ну, то есть я сейчас не могу прям сесть и понять, что из этого хорошо. Давайте определимся. Я понял, что этот формат очень удачный. Кроме тебя, Даррели. Даррели, тебе персональный выговор, потому что от тебя я ждал комментариев. А ты вообще Даррели, вот неправильно я тебя Даррели произносишь буду... мое имя. У меня ударение на последний слог. Дарали. Запомни Я буду уже. его произносить неправильно, пока ты не пришлешь мне битшит свои правки. Значит, я в восторге от ваших работ, от того, что вы предложили. И что происходит? Да, я в восторге от всего этого, поэтому я скажу сразу всем, но индивидуально я просто это разберу в лекции, потому что это очень долго. Ну, в смысле, потому что вы очень много информации мне прислали, и мне нужно много о чем подумать. И сейчас я даже не смогу точно сказать, что из этого прям... То есть иногда там есть какие-то противоречия, иногда их нет, и нужно их согласовывать, думать, и я лучше это сделаю в лекции. Но я считаю, что этот эксперимент с правками вами, как редакторами, очень удачный. И я буду его продолжать, и теперь я каждую пятницу вечером буду отправлять каждому из вас опять снова результаты работы по неделе. И в субботу, ну, как бы ситуация какая? Я тогда буду в субботу, ну, допустим, в воскресенье утром жду, то есть тот напишет в воскресенье утром,
Буду ждать от вас комментариев, потом я их распределю, мы их обсудим на мастер-классе на следующем через неделю, так, ну, дальше. И, допустим, в понедельник, во вторник, в среду я опять буду записывать лекцию или парочку по тому, как я работаю с вашими правками. Значит, впереди нас какой план? Я немножко изменил, как вы заметили, план занятий, потому что изначально я предполагал, что мы будем работать над сюжетом еще одну лекцию, но стало понятно по нашим обсуждениям, что такие теоретические конструкции, они очень тяжело идут и плохо вы чувствуете свое участие. И поэтому я решил сразу вас вклинить в битшит и просто дать вам возможность самим над этим поработать. И я увидел огромный эффект, и поэтому теперь мы просто будем двигаться так. Я буду писать, вы будете вкладывать свои комментарии, редакцию, правки, замечания, предложения. Я буду это перерабатывать, опять вам отправлять, опять правки, замечания, предложения, перерабатывать, отправлять правки, замечания, предложения, и так, пока мы диалоги не напишем. Вот, и не сделаем первый драфт. Это будет у нас где-то неделя через 3, получается, да, сегодня? Еще 4 лекции. Ну, где-нибудь в начале мая, я думаю, мы закончим. И таким образом у нас будет всеобщая консенсусная история, которой я уже очень доволен, потому что битшит у нас получился, по-моему, ну, судя по тому, что вы не так много критиковали, неплохой, хотя мне в нем видится несколько изъянов, которыми я поделюсь уже на лекции. Потому что тому, что вы сказали, показалось, да, что там есть слабые места. И главное слабое место у меня сейчас, по моему мнению, это кульминация и резолюция, где совершенно очевидно, что мне нужно будет отдельно прописать драматургию этой маленькой истории, допустим, осада дома в третью ночь и разборка с антагонистом. И там нужно будет свой еще отдельно написать, еще отдельный битшит написать к нему, что там произошло, тоже по ступенькам. Этим я займусь на следующей неделе. И, возможно, это затянется. Так что сейчас у нас по плану эта неделя, вот сейчас битшит, следующая неделя битшит, и, возможно, только через одну неделю мы перейдем к поэпизоднику. Потому что очень хорошо пошла работа, и мы на уровне битшита разберем весь сценарий уже, и поэпизодник будет уже легче написать. Вот, значит, и вот я всех похвалил, да, всех в общем похвалил, потому что в отдельности я могу похвалить только в лекции, потому что очень много материала. Вот. Я хочу, Влад, дать слово, потому что в прошлый раз у нас было комментарий, что не дали слово новым людям. И я предлагаю новым людям что-нибудь выйти, и то, что вот про Ижевск рассказали классно. Вот ребята на сзади сидят, тоже что-нибудь о себе расскажут и что хотят вложить. И мы попробуем, и попробуем вам дать слово что-то высказаться, а потом попробуем обсудить какие-то проблемки, которые у меня возникли в связи с историей. И хотелось бы от вас, от каждого услышать, что вы вообще думаете, не отдельно по каждому биту, а в принципе, потому что происходит. Вот такой у меня план на сегодня. Мне кажется, Вот. сначала надо у ребят Ребята, спросить, следили ли они за Да. нашим проектом или нет, или только сейчас включились. Только сейчас включились, да. Тут надо конкретно какие-то вопросы задавать точечные, чтобы они могли на них ответить. Ой, ну тут, смотрите, ребята, в чем штука. Это не... у нас как бы идет реальный творческий профессиональный процесс, насколько это возможно. И поэтому у нас есть огромное количество материалов, которые есть в нашей группе ВКонтакте. Там есть мои лекции о том, как я пишу сценарий, там есть все мастер-классы, записанные на аудио, на видео, как мы обсуждаем сценарий. Там есть все материалы, которые мы используем в написании сценария, научные и этнографические. И есть все мы, и можно всем написать. Вот, и с этим всем познакомиться. Так что лучше вы что-нибудь о себе расскажите, и расскажите, что вы хотели бы привнести в фильм, зная о том, что мы снимаем фильм про Удмуртию. И мы попробуем что-нибудь придумать. Давайте вот такую форму сделаем. Нормально? Давайте, ребят, смелее о себе. Здравствуйте, зовут Привет. Федор, деревни Быгов. Мне Класс. понять, о чем речь идет, какая история пишется. Вот найду в группе, так более конкретно пойму, что снимать буду и о чем. Вот тогда... Вот ты прям в деревне, настоящей деревне живешь? Ну да, там даже деревянные дома еще есть. Просто у нас планируются съемки в деревне.
А у Ну, тебя смотря языческая какой деревня формат. или она христианская? Крестьянская деревня, да, церковь строится. А, прям христианская. А язычников вообще нет. Ну, может, есть, только по лесам бегают. А Туно у вас есть? Туно. Нет, нет. Нет, нет таких. А вообще колдуны, ведьмы? Ну, вряд ли подойдет наша деревня под съемки. Чисто удмуртская Не-не, я история. просто спрашиваю, в смысле, есть у тебя какой-то личный опыт общения с языческими вот ритуалами, традициями? Ну, как бы, да, есть такое, ну, Расскажи, христианское какой у тебя опыт верование. общения с ними? Что? Какой у тебя опыт, ну, знакомства с языческими традициями, с мифологией удмуртской? Личный опыт вот в деревне живущего человека. Ну, как бы, есть такое народное, все равно остается, есть у нас сосна. Все верят, что как бы сейчас язычество осталось, стоит давно. Даже дед говорит, что еще когда родился, она так и стояла уже. Мгм. Все равно верим в лесах, так задобряем силы всякие словами, подношениями. Но у нас вот герой, у нас будет такой, мы будем говорить о полысмурте. У вас есть полысмурты? Полысмурт Водятся в лесу? Да. такого не встречал. А, ну то есть нет такой ритуала. А нюлысмурт? Ну, не видел. Ну, всякое рассказываю. Вот, а рассказывают что-нибудь про полысмуртов или нюлысмуртов у вас? Мифология есть, но чтоб в жизни такого нет. Ну, мы пытаемся мифологию, сказку сделать былью. Мгм. Вот и Вот, то есть, заинтересовался. ну, мы сейчас как раз пытаемся понять, у нас кто действует, полысмурт или Ишан, но называться фильм будет «Полысмурт». Нам уже одобрили это якуты, а мы не спорим с якутами, они большие и сильные. Вот. Они хотят, чтобы мы «Полысмурта» снимали. Значит, Полысмурт будем это снимать. половинчатый человек, который. Вот, видишь, ты все знаешь. Ну, а как не знать-то? Ну, я не знал. А как его снимать на одной ноге прыгать? Ну, будем догонять, наверное, будем. Ну, хорошо. А кто еще и кому что еще сказать? О себе рассказать? Мне интересна история. Да, они пока ждут еще историю. Ну, историю я Ладно, быстро я расскажу Давай рассказывай, в давай. двух словах историю. В общем, девушка, которая уехала из Удмуртии в столицу, приезжает на похороны своего отца. И в деревне вокруг болеющего и умирающего отца начинаются происходить мистические исчезновения людей. И оказывается, что за ними охотится какая-то злая, таинственная мифологическая сущность. И девушка вступает в единоборство с этой сущностью, побеждает ее. Вот я тебе пересказал вкратце историю. Вот. Ну, там есть еще... То есть, если подробнее расшифровать, то она сама из деревни, но уехала в город. Потому что у нее были разногласия с отцом, она была виновата, она грех совершила большой, там зашла куда нельзя было, и потерялся ее родной брат. И ее мучает чувство вины вокруг этого исчезновения, и она в том числе борется с этим чувством вины внутри себя. Вот если вкратце, это будет такая история. Ну, то есть это классический ужастик по типу «Солнцестояние» там, или «Ведьма из Блэр», вот что-то да, в ту сторону. Но мы решили, что это будет скорее такая страшная сказка, чем фильм ужасов. Про вот поиск себя, про empowerment женский, про, про смену, как это называется, правила игры, про феминизм, про борьбу с традицией, про присваивание себе мифологии, истории. И, ну, то есть для меня очень хорошо рифмуется удмуртское национальное сознание, которое такое скромное и подчинительное, и сдержанное, и женское воспитание в России. Для меня это, ну, для меня они рифмуются очень хорошо. И поэтому я бы хотел героиню женщину, которая, ну, находит в себе силы побеждать темные силы.
И мне кажется, это будет близко и удмуртам, и это будет близко ну, любому зрителю русскому. Вот, вот такая вот задумка у нас. И мы придумали идею, мы придумали персонажа, мы придумали общий ход сюжета, и сейчас мы разбираем такую штуку, как битшит, где сюжет описывается в нескольких словах. Ну, где какая-то сцена, допустим, одна или несколько сцен, сюжет описывается коротенько. Ну, вот у нас, например, вот сейчас я открою что-нибудь. Вот сейчас какой-нибудь... Героиня пытается себя порадовать вкусной едой или покупкой нового растения в коллекцию. И в скобочках. Ее состояние было не очень хорошее и становится лучше. И она, значит, скрывает, что она удмурт по национальности. Вот из таких вот маленьких битов мы складываем сценарий, который будет длиться 90 минут. Вот. Если совсем вкратце объяснять, чтобы ребята уже заскучали, вот они уже все знают. Они уже сами свой битшит написали. Дима вообще свой сценарий написал. Я открыл это, его текст, и там у него есть сценарий, он уже снял это в своей голове, там уже есть каждый цвет, под каждую сцену свой цвет, значит, там есть уже своя, значит, цветовая гамма, цветовая палитра. Я уже просто не знаю, что туда и прибавить, собственно. Вот. Кто-нибудь еще, Влад, у нас есть кто-нибудь еще новый? Давай сразу всех, чтобы не по фидбэку было, что им мало слова давали, давай всем дадим слово и будем обсуждать. Тебе нечего сказать. Так. Нет, так у нас не положено. Парни У нас лукавят. На самом деле, один из них варит пиво удмуртское, но это не совсем пиво. Интересная была бы сцена вполне, например, вдруг. Я к тому, что... А второй вообще стендап-комик. Так что сидят тут и, ой, мы тут это... Ну играем. так давай микрофон людям, и пусть они о себе рассказывают. Опять удмуртская скромность. У нас, можно я расскажу вот что лучше новеньким? У нас, когда мы только первый раз собрались, я распинался 2 часа подряд и говорил, что... И все молчали. И все сидели просто и смотрели на меня. Я думал, господи, мне конец. Ну, в смысле, я так сижу в экране одной башкой, все молчат. И тогда Саша, я помню, меня спас, он все говорил и спорил, и это было очень круто. И не прошло и 2 недель, как теперь эти скромные удмурты правят сценарий, говорят, нет, этот не пойдет, мы сделаем по-своему. И теперь это, значит, сборище готовый райтрум просто, который будет писать фильмы уже наточенные. Вот. И эти тоже точно так же сидели ребята. Так что никому не удивляться. Это удмуртская национальная скромность. И тот раз и заставлял всех говорить. Так что тоже буду заставлять сейчас говорить. Ребята, давайте не будем давайте представляться, рассказывать о себе. Вот, и учиться себя презентовать. Потому что наша история, она про то, что Удмуртия на карте появится. Появится на карте. А чтобы она появилась на карте, каждый должен сделать свой вклад. Так что делайте вклад, рассказывайте о себе. Здравствуйте, я Гаврил. Поехали. Живу в Привет. деревне. Живу в деревне, варю удмуртский национальный напиток. Пою все. Также люблю снимать видео всякое. Хотелось бы тоже как бы снять кино, но я не специалист, чтобы сделать сценарий. Маленькие видео, например, люблю делать, а большие видео у меня не получается. Не могу сделать сценарий. Вот, и это меня заинтересовало. И вот поэтому я сюда приехал. Ну, смотри, садишься варить пиво, берешь ноутбук, открываешь лекции, и просто пока пиво булькает, смотришь, что мы уже сделали. И как раз будет классно потом посмотреть. А у тебя пиво прям пиво или самогон? Это не пиво, а сусло. А что это? Я не знаю. Расскажи, пожалуйста. Готовится из пророщенной ржи в удмуртской национальной печке, в чугунках. Ну, процесс, в общем, долгий, долго рассказывать. Ну, Сусло он варит, сусло. Сусло он варит, сусло, которое для пива идет. Я так поняла.
Мгм. Получается Вкусно. густой сладкий напиток, который размешивается с самогонкой и пьют в горячем виде, как глинтвейн. Площадные. А у тебя есть видео, как ты это снимаешь, как ты это варишь? Да, есть. Есть. А давай ты нам в группу их выложишь, мы посмотрим. Ладно, хорошо. У тебя там есть какой-нибудь ТикТок, где ты в ТикТоке это варишь? ТикТок нет, только Инстаграме и ВКонтакте. Не, ну в смысле, ты просто выложи, пожалуйста, видео, мы посмотрим, и, может быть, мы какого-нибудь героя сделаем варящим пиво. Или кого-нибудь замочим, чтобы голова торчала из чана. Ладно, хорошо. Вот. Обязательно выложи, давай делись, рассказывай о себе, и мы можем тоже как-нибудь это задействовать. Ну, не в смысле конкретно, а в смысле просто твое, чтобы твое дело, твое мастерство, твои интересы как-то тоже сказывались у нас в истории. У нас так. У нас тут вот есть специалисты. У нас тут один, значит, этнограф, он этнограф, да, я правильно понимаю, Николай? Он пришел к нам на занятия и сказал: ребята, это все фигня. У меня есть книга, читайте книгу и делайте как в книге. Я испугался, книгу прочитал и все сделал как в книге. Так что бери свой видос, отправляй его нам в группу, прям все как и есть, как ты все варишь, и мы это тоже куда-нибудь воткнем. Вот. Так что давай, ждем. Ждем. Давайте следующий. Влад, передавай, не заставляй меня ждать. Вроде уже говорил о себе. Какие еще? Что рассказать? Ты еще расскажи. Не стесняйся. Почему я здесь и увидел в интернете, что снимают кино? Мне интересно посмотреть изнутри, как это все происходит, вникнуть. Люблю вот как бы... А ты бы сам-то хотел бы снимать кино? Чтобы хотеть, надо уметь, как бы я так думаю. Ничего не надо уметь. Надо только хотеть. Я думаю, многие хотят, но никто не снимает, потому что не умеют. Ну, отчасти да, но на самом деле многие боятся делать, потому что боятся делать, а не просто сделать что-нибудь. Ты бы о чем хотел кино снять? О чем бы ты хотел рассказать? Ну, то, что Удмуртия снимает, мне очень интересно. Это вот недавно я смотрел фильм Бибоба, что ли, вот там казахский он, а узбекский фильм, кто смотрел, нет. Там очень этническая музыка хорошая, он там в Китае какой-то приз занял за звук. И вот типа этого, что-то удмуртское, мне бы очень хотелось, ну, сам, чтобы результат был, фильм посмотреть. А у тебя есть какая-нибудь музыка на примете, которую бы ты мог вставить? Ну, у нас, если Ижевск считается как бы столицей электронной музыки, то, может быть, электронную музыку, тут есть как бы музыканты у нас такие, может, на такой основе электронной музыки сделать. Потому что Ижевск очень давно считается, и до сих пор люди как бы пишут такие звуки электронные. Ну, мне вот скидывали вашу электронику, я бы еще послушал. Только давайте дайджест. Ну, в смысле, только самое лучшее, можно? Типа, чтобы не искать, а просто... Ну, Можешь найти что-нибудь? Они зачастую пишут как бы в реальном времени, то есть сразу берут гитару, там еще какие-то у них там звуки играют, то есть получается как бы экспромт такой, то есть каждый раз... Но ты бы мог что-нибудь найти и скинуть нам в группу интересную музыку электронную удмуртскую? Да, могу, да. Класс, сделай, пожалуйста. Угу, хорошо. Все, поздравляю, ты в кино. Следующий. Все, всем новичкам дал высказаться, да? Все сказали? Да. Я вижу Всем хитрого продолжаем. лысого человека. Я вижу хитрого лысого человека, но не Кто это? слышу хитрого Он лысого постоянно человека. с нами, да. Мне кажется, он Давай, это... выкладывай. Подожди, Вов, он, скорее всего, работник ФСБ, мне кажется. Он контролирует нас обязательно. Ага. Привет. Я Слава. Я не новенький тут, но, наверное... Не, я помню тебя, просто ты сегодня молчишь. Я помню, Ну ты да, даже я рассказывал темная какую-то историю лошадка. про... Это в общем, Про отца ты, по-моему, рассказывал, да? Нет, я про друга из детства рассказывал. Ну, в общем, сейчас Точно, про чувака, который всех бил.
Да. вспомнил. Поскольку мы как бы так публично не знакомились со всеми, только вот с некоторыми, я немножко расскажу повторно. Давай. Мой интерес здесь быть, он как бы, я немножко с другого лагеря, если так можно выразиться. Я в формате хобби занимаюсь разбором смыслов фильмов. Есть такая штука, которая называется синемология, и это, это применение художественного кино с точки зрения связи с бессознательным, с точки зрения работы с личностью и ее расширением. Вот, и я как бы не пишу там ничего такое, не комментирую, не потому что нечего добавить, а потому что вот мне хочется понаблюдать прямо со стороны, как группа людей занимаются созданием кино и какие смыслы они вкладывают, если вкладывают, и погрузиться, то есть понаблюдать, изучать этот процесс немножко с другой стороны. Не тогда, когда уже все готово, а тогда, когда все в процессе. Ну, у тебя есть ощущение, что ты что-нибудь узнал интересное за все время, что наблюдал за нами, как за крысами в зоопарке? Не, на самом деле, я сейчас смотрю вот на то, что получилось там у вас, или получается в части сценария, и мне это абсолютно нравится. То есть это прямо уже ощущается как история, которую можно смотреть и из которой можно доставать смыслы. У меня есть наблюдение, что вроде бы в некоторых обсуждениях, дискуссиях вы спорите там между как бы достоверностью и художественностью, но вот если со своей позиции я хочу уточнить, что язык кино — это метафора в первую очередь, и способ метафору показать — это гротеск. Не всегда точность важна и нужна в кино, потому что, во-первых, хронометраж ограниченный, и надо многое успеть сказать. Во-вторых, через какие-то гротескные образы чаще лучше удается передать смысл. Поэтому, если получится сделать точно и достоверно, чтобы там все удмуртские какие-то важные вещи сохранить, это круто, это, безусловно, делает кино более ценным, но это не первоцель, на мой взгляд. То есть это как бы если со стороны уже потребителя говорить, да, если со стороны того, о чем кино рассказывает, потому что крутое кино, крутые авторы, они всегда вынуждены говорить на двух языках, рассказывая как бы ту идею, которую подают, и говоря еще в предметной картинке, говоря на языке зрителя, такого неискушенного, то, что как бы, например, все, наверное, видели такой фильм, как «Паразиты», да, вот яркий пример того, как говорят о такой локальной, неизвестной всем проблеме или истории, но на языке и в предметной картинке это абсолютно круто смотрится для любого человека, для некорейцев, да, хотя как бы исключительно понятная для корейцев история и проблема. И вот, немножечко это похоже на то, чего вы пытаетесь добиться, да, то есть взять какие-то такие вот чисто удмуртские идеи, проблемы и вопросы и рассказать о них тем, кто о них ничего не знает, и тут как бы вполне, на мой взгляд, вполне допустимы какие-то маленькие неточности в пользу художественности. Вот. Я хочу один задать вопрос, в одном согласиться и в одном поспорить. Я согласен, что кино это два языка, просто это не два языка, а намного больше. И чем, вдумчивее подходить к производству сценария, тем больше там языков на самом деле. Там может быть, например, такой язык, как язык эмоций, а не только картинки. Да, но... Язык, например, история про классность, вот Гамлет, пьеса, столько людей замочили, и это тоже язык. Это язык жанра. То есть можно говорить на многих языках сразу, их не два, их бесконечное количество, и чем ты больше думаешь о каждом из них, тем больше их получается. И в этом смысле я был бы рад, если бы ты, когда прочитал бы битшит бы, или там следующий вариант, ты бы написал бы мне бы, удается, то есть ты же смотрел первую лекцию или был на первых занятиях? Я не был здесь вживую, но я смотрел все, что... Ты помнишь, я сколько педалировал высказывание как важный лепесток ромахи? Угу. Но это ровно твой семантика. То есть, по сути, я строю всю эту историю от высказывания, которое придумал месяц назад. То есть, это так и работает.
Ну, то есть ты абсолютно прав в том, что да, кино — это смысл. И как раз хотелось бы с этим, ну, типа, от тебя как-то больше получить отдачи, потому что было бы приятно, если бы ты заморочился и с этой точки зрения еще бы перечитал, что я там понаписал, и сказал бы, вот оно высказывание или высказывание не работает. И третье, хочу с тобой поспорить, потому что нет ничего, ради чего стоило бы поступаться достоверностью. То есть в очень редких случаях сознательное нарушение достоверности работает. Ну, например, в моем случае, и мы с Татьяной будем спорить, наверное, об этом до конца написания сценария. Допустим, у Татьяны есть четкое понимание, Татьяна, я вас читаю внимательно. Есть четкое понимание того, что герой не может делать каких-то вещей. Например, он не может распахнуть зеркала в доме, где есть мертвый, потому что этого быть не может. Женщина не может зайти в лут, потому что она не может зайти в лут. Но мне, как человеку, который пишет от героя, у меня нет понятия «не может». Он все может. Вопрос, что будет, если он это сделает. И если бы я сознательно пошел на нарушение этого и просто сделал бы, сказал бы, ну, это вот может быть и ладно, я бы просто от незнания это сделал. И это ошибка всегда. То есть если ты делаешь что-то, не зная ответа, допустим, я не знаю, вот я задавал вопросы в битшите просто, я не знаю. Ну, то есть или я забыл, или я не уверен. И я просто пишу, может такое быть? И Татьяна говорит, может, например. А это не может быть. Если не может быть, я это убираю. Но нет такого. То есть иногда ради очень, если очень-очень нужно, то можно поступиться достоверностью, но в смысле, что ты поступаешься ей не для того, чтобы сказать то, что ты хочешь, а потому что по-другому герой поступить не может. То есть если ты просто решил, дай-ка я сделаю, что вот он будет у меня... Вот я думал изначально, что женщина станет Туна, а она не может стать, потому что это не бывает женщин таких. Вот я ничего не могу с этим поделать. Это невозможно. Но я могу сказать, что она может распахнуть зеркала в доме, где есть мертвец, потому что она с папой хочет пообщаться. И тогда это вопрос. Ну, потому что она может это сделать. Потому что она хочет это сделать. Нет ничего, что ей запретит это сделать. Зеркало, оно может взять ткань и убрать его. Так же, как она его туда повесила. Она может это сделать. Просто она, возможно, не будет этого делать. И это можно обсудить. И то, что ты сейчас говоришь, оно на самом деле в первой лекции моей, оно разобрано, и там это называется условность. Условность – это нарушение законов мира. То есть в нашем мире, в реальности, условности нет. Если ты увидел призрака, значит, что это реальный призрак. Ну, скорее всего, такие глюки были, но, скорее всего, это реальный призрак. А в кино, если мы смотрим, не знаю, историю про зомби, и там зомби ходят, то это никакой условности нет. Ну вот зомби. Но если в фильме про, не знаю, Агаты Кристи появится зомби, это будет очень странно. И это условность. Это все у меня в первой лекции есть. Классно, что ты с нами. Спасибо. Спасибо. Следи за семантикой и говори, насколько мы семантически, синтаксически и смыслово верны. Окей? Окей. Я жду от тебя комментариев по битшиту, хотя бы по следующему. Поэтому уже поздно, уже все откомментировали. По следующему. И от всех, кстати, я выкладываю это все в диалог, я могу в группу выкладывать, и там каждый может взять. Но я все равно персонально буду каждому писать, потому что, удмурты скромные, им надо писать, просто пихать, делай что-нибудь. Все правильно. Вот, и даже при надо, этом они могут все равно не сделать. Короче, у нас конференция через 3 минуты заканчивается. Давайте, я сейчас выйду, и потом заново зайду, и мы уже поговорим уже с теми, кто писал битшиты и переписывал, окей? Все окей, давай договорились. У меня пишет время конференции 3 минуты. Я сейчас зайду через буквально там сколько, минуты, полторы, окей? Да, давай. Чтобы не прерываться отдельно. Ребята, пока подключаются, я вчера открыл файл, который надо было заполнить. Слышишь, да, нас, Вов? Все отлично. И перед этим я понял, что, так как я в писанине 0, и я решил взять бутылочку альмеки, поэтому вчера я писал нетрезвую тебе. Ты это, наверное, понял. Я чувствовал это. Ты чувствовал, да? У меня было подозрение, что я здесь от души что-то... там, прошелся, практически там по всем пунктам, Да. и отправил. Влад, я тебе скажу, что ты зря считаешь, что ты с текстами никак.
Ты после Димы написал самые подробные комментарии. Да, я сначала хотел скинуть в общий чат, потом мне стало стыдно, хотя я уже был пьян, но потом подумал, ладно, на утро Вот ты почитаю. удмуртом стал, Влад. Вот так я где живу? В Удмуртии. Так, ну что у нас, все Не, подключились? Особенно мне нравятся твои комментарии в серии. Пушка! Так и Да. сделаем. Восклицательный знак. Нет, да, отлично. Я просто отдельно это. Я когда буду писать битшит, я разберу просто все комментарии разом. Там все будут. Я заморочился и все выписал под каждым битом. Так что у меня сейчас очень много всего. Все, кроме Дорели, Правильно. которая смотрела солнцестояние. Кстати, да, я вот параллельно, когда вчера писал, смотрел еще 2 сериала. Это был этот Happy End. Вчера выложили первую серию. Но он такой эротический. Но наш русский. И Чикатило. Короче, с эротическим сериалом и с бутылочкой. Да. Так что Неплохо ты провел время. вообще шикарно. Так, ну что, ждем Татьяну. Где Татьяна? Татьяна нет. Татьяна, и Димы нет. А вот парнишка был Егор, он куда делся? Который все сценарий хотел писать. А он обратно уехал в Питер. Он ничего мне не написал, просто я так и не понял, он с нами нет. Ну, это опять же от вовлеченности зависит человека. Не, ну, как бы ему дали слово, он мог... Ну, типа, он мне добавился в друзья, просто он ничего не написал, и я не понял, что у нас, какой план-то с ним, что он хочет. Хочет что-то делать? Или нет? Вот, в общем, мог поучаствовать спокойно. У нас же как на благотворительности. Каждый по способу, каждого по возможностям, каждому по грамоте, шоколадке и поцелуйчику. И похвале. О, все, Татьяна с нами. пришла. Татьяна, ну, хотелось бы вас услышать. Так, простите, напомните еще, что вы хотите от меня услышать. Ну, я бы хотел услышать от каждого, кто оставил какие-то, ну, от каждого того, кто помогает списать сценарий, и по битшиту оставлял комментарий, какое-то общее впечатление. Ну, то есть у нас нет сейчас возможности разобрать каждый комментарий, каждый бит. И хотелось бы услышать общее впечатление от каждого. Вот от вас первым, как старшинству и нашей королеве мифологии. Да, спасибо. Но я восприняла битшит очень положительно, свое мнение я оставила, но это тот вариант, мне кажется, по которому можно работать в дальнейшем. Вот и все. Не слышу вас. Татьяна, я жду критики. Значит, можно я сейчас дам комментарий для ребят, а потом снова на вас наброшусь? Ребята, мои уважаемые коллеги, друзья и сотратники, кажется нам всегда, когда мы пишем что-нибудь, это для писателя очень актуально, в отличие от музыканта, например, кажется, что все вокруг нам хотят зла. Когда мы даем свою работу почитать кому-то, и люди начинают комментировать, людям начинает не нравиться, они начинают оставлять критические отзывы, есть очень хороший способ этого избежать. Дело в том, что если кто-то что-то вам плохое говорит, или что-то вам не нравится, что вам говорят, или кто-то не восторгается вашей работой, это очень хорошо. Значит, самый бесполезный отзыв – это все хорошо. Он дает вам ложное ощущение того, что у вас все хорошо. Максимально хороший отзыв, который вы можете услышать как писатель или как сценарист, с этим можно работать. Это максимум. Если вам сказали что-то лучше, не верьте, никогда не слушайте. Требуйте, добивайтесь критики. Скажите «нет», что тебе не понравилось. Потому что, когда что-то нравится, это выглядит так. Вот так. Вот когда вот так вот на вас реагирует, вам ничего знать не надо больше. Если, с чего не нравится?
что переделать, что будем переделать, как переделать. Просто это обязательно. Если вам кто-нибудь что-нибудь написал, допустим, вы написали сценарий или рассказ, и вам говорят, ну вот мне понравилось, значит, ему не понравилось, скорее всего. Но это даже и не важно, потому что нужно всегда докопаться до человека и выяснить, что ему не понравилось. Потому что когда все нравится, люди вообще ничего не говорят. Они говорят, значит, вот высшая похвала, которую вы можете получить. Это ты написал? Вот это то, что это максимальная похвала. Это лучше, чем отлично, прекрасно, я там плакал. Нет. Человек должен сказать, я не верю, что это ты написал. Потому что в его представлении так не может написать просто чувак, которого он знает. Это только вот там, наверное, где-нибудь Пелевин может, а ты не можешь. Вот это высшая похвала. Так что, Татьяна, я жду критики. Похвала Но не мои устраивает замечания, меня. Критикуйте меня. мои замечания это уже критика, которая, в общем-то, то, что мне не А, совсем понравилось, что каким-то образом Полесмур вдруг появляется в деревне. Это, во-первых, мне не понравилось, ну как не понравилось, я не восприняла то, что непонятно почему, ну я вот писала вам об этом, непонятно почему покойник начинает ходить, когда он лежит в гробу, он обычно ходит всегда уже после похорон, вот, и вот эти нюансы, которые, то есть вы описываете дом, в котором лежит покойник, как многокомнатную квартиру, то, чего нет, собственно, в деревенской избе. И поэтому спать вот там вот, это вообще невозможно. И, кстати, вот то, что вот ребята там сказали, что у них еще и деревянные избы есть, это прекрасно, потому что интерьер, он действительно должен быть таким, по моему разумению. По моему разумению. можно комментарий небольшой? Вот у Да, Дерели есть фильм про деревню. да. И там Дерели, привет. В твоем фильме есть, ну, большая часть интерьеров происходит в личной комнате героя. А вот Татьяна говорит, такого быть не может. Объясните мне, пожалуйста, что я просто, когда думаю о деревне, я представляю вот этот вот фильм Дерли, польский, польско-дерелийский. Можно я скажу? Вы Мгм. сейчас Вот куда-то в дебри уходите. Пьеса у нас, ну, драматургия или как, хоть как, да, назови, она современная. Сейчас строят двухэтажные дома, и у каждого ребенка по комнате. Вы в старину не уходите уже. Мы же современные времена снимаем. Сейчас очень Татьяна. добротные дома строятся. Ну, я согласна, мы можем не уходить, но если еще есть возможность показать кинос, и там, где еще, как говорится, спят, вот, мне кажется, что эти вещи нужно учитывать тоже. Татьяна, Это же где об этом не можно, где об этом можно прочитать, где это можно, эту схему этого дома посмотреть? Вот можете нам Ну, вот эту информацию выдать? это в музее Лударвай, господи, на нашем подворье еще есть кино, с которым мы посмотрели. Так что, понимаете, когда мы говорим об этнических вещах, конечно, мы живем уже в другом мире, но если там есть возможность показать какие-то вкрапления действительно этнической культуры, если вы говорите о варш, о сусле там и так далее, что они восстановили, например, эту традицию, почему бы нет? Почему бы нет? Не использовать это в нашей удмуртской картине, вернее, картине об удмуртах. И вот эти нюансы, мне кажется, они как раз и привнесут вот этот, ну, шарм, не шарм, но те детали, которые будут говорить об узнаваемом удмуртском мире. А то, что квартира там много действительно строят и особняки, но это не будет вот тем нюансом, потому что тем более, когда вот эта вот сцена, когда появляется нечто, которое героиня воспринимает как отца, это как раз то место, это темнота, потому что в этом здании нет окон, только двери, вот силуэт в дверях, может быть. А когда лежит покойник в гробу,
И, значит, там сидят соседи, ну, в общем, те, кто общается, как бы стерегут тело, потому что его одного оставлять нельзя, то героиня уединяется там, мать начинает ей, взрослой дочери, ну, конечно, она приехала издалека, там она постель как бы ей для нее готовит и так далее. Но я не вижу в этом каких-то таких необходимых как бы приготовлений, что ли, к тому, что произойдет дальше. А вот сама ситуация в киносе, она может быть. Но это, я говорю, это мое мнение, поэтому, Рима, если вы считаете, что это отход уже от современности, ну, давайте посмотрим. Вы Давайте знаете, посмотрим. объять необъятное невозможно. Вот сейчас у нас тоже очень многие пытаются писать какие-то пьесы. И им хочется, ну, все показать, но нельзя уходить от темы. Мы же музей не собираемся показывать. Нам нужен фильм. И конкретный, что относится к этому фильму. И все мы подряд не можем показать. И этого не нужно делать. Извините, можно я Ну, добавлю? ради Я бога, но я говорю, что я ведь не истина в последней инстанции. Я предлагаю свой вариант. Я говорю конкретно вот о ситуации, когда может возникнуть встреча вот с отцом или с Ишаном, как раз вот то, что предваряет уже последующие страсти. Это просто мое мнение, ради бога. Это уже выбор сценариста и прочее, прочее. Так что я говорю, я предлагаю такой вариант. Ну вот и И все. потом еще хочу добавить. Палесмурта видели несколько раз в деревне. Это я конкретно говорю. Лично моя сестра видела и очень близкая подружка. Так что не надо считать, если Палесмурт есть и по деревням он не ходит. Появляется. Ну, другое дело, что вот он как бы ведет себя так, что не хочет напугать людей. И видели вообще втроем, не то что галлюцинации у молодежи или еще что-то. По 3 человека видят, вот втроем идут и все видят, что человек, ну, Палесмурт этот прямо как бы старается слиться с домом, где проходят девчонки, с клуба идут. Так что я вот в этом отношении думаю, что есть он может быть везде. Что касается киноса, я бы хотела поддержать тут Татьяну. Почему? Да, мы снимаем современность, да, это там 2021 год, но действительно, да, строят там большие дома, но до сих пор в деревне это имеет место быть. У меня, у моих же там родственников действительно есть до сих пор кинос, такой летний домик, да, где, собственно говоря, можно и ну, можно вот летом и ночевать, спать. Это, наверное, не будет, мы не уйдем в старину. Но это то, что есть, и это можно показать, мне кажется, это интересно. И даже тот же удмурт, который будет смотреть потом это кино, ну, мои тети, дяди, бабушки, у них до сих пор это есть. То есть я не думаю, что мы уходим тут прямо в старину. Я бы тоже маленький комментарий добавила. Мне кажется, кинос, он как 2 варианта существования. Либо это конкретно амбар, где вся дрянь лежит, хлам, ну, у меня у дедушки так было. Либо это какой-то секретный домик главной героини, куда она, например, убегает, чтобы поплакать или там поговорить, пожаловаться, да, со своими играми, внутренними какими-то собеседниками. Почему бы нет? Побыть наедине. Да. Побыть наедине, да. Я думаю, что реально. Ну, почему это и называется кинос? Потому что это дом снохи, вообще-то. Потому что сколько было снох раньше, сколько было снох в доме, столько было киносов. Или киносы были двухэтажные, или это был просто амбарчик. Вот в Лударвае, например, есть варианты разные киносов, и когда это двухэтажный кинос, это красиво просто.
Хорошо, давайте мы... Я считаю, что этот вопрос решать в отрыве Это от... деталь, это понятно, что это деталь, но я говорю, Нет, вам очень решать... важная деталь. Хорошо, что мы заострили сейчас на этом внимание, потому что я бы об этом думал на поэпизоднике. Но если мы сейчас... Поэпизодник – это когда примерно битшит, только плюс еще место действия есть. И я считаю, что нужно разобраться с этой ситуацией. И давайте мы поймем это вот как. Давайте мы найдем схему дома. Кто? Адерли, ты сможешь такую штуку сделать? Тебе нужно, Да как я выглядит двор, так ведь? Мне нужно понять, как это выглядит, потому что я этого никогда не видел. Ну, я Можно думаю, мне что мы найти все какую-то вместе можем покидать в диалог, вдруг что-то идет. Ну, я поняла тебя, Да, да. давай. Да, просто давай, я хочу кому-то поручить, чтобы было понятно. У нас уже есть чувак, ответственный за семантику, за музыку, за пиво. Вот. И я хочу, чтобы кто-нибудь мне объяснил, что это такое, и я бы сам мог понять просто, что мне нужно по сюжету. Вы все битшит видели? Да. И еще Татьяна, а одна где покойник деталь. лежит? А? А где покойник лежит? Он в доме. Он в А доме. где спят в этом доме? Ну, спят, могут быть просто такие, как говорится, уголки, где могут быть кровати и так далее, ну, изба. Но вот если это лето, то это однозначно, то человек уходит или на веранду, или если есть киноз, конечно, киноз. И, кстати, я по поводу киноза что еще хочу сказать, что там еще одно потаенное место есть, потому что там кровать всегда скрыта под пологом. Понимаете, это тоже очень интересная деталь. Пусть она, ну, такая архаическая, но это тоже очень интересно. Мне так кажется. Татьяна, мне нужна больше информации. В данный момент я не могу принять это решение. Я сделаю вам фотографии своего киноса и вам вышлю. Давайте, потому что иначе мы так будем спорить и ничего не придем. Да, хорошо. То есть как выглядит комнатная квартира Рима? Я, в принципе, изначально исходил из того, что изба – это как квартира, потому что у меня только я городской и этот хипстер, интеллигентная сопля, Татьяна. Вот я кто. Нет, я про сопли не говорила. Это не мои интеллигентские привычки. Так, давайте ребята абсолютно из деревни, вот пусть они вышлют, просто даже интерьеры сфотографируют. Ребята, у вас есть киноз? Это вы из Быгов, да? Есть. Ну, если Ну, вот вот снимать видите. деревянный дом, то там может быть киноз, а если кирпичный уже, там вряд ли будет. Кирпичный вот как раз уже делают двухэтажные, там многокомнатные, и там вместо киноса уже нет, а я вот, например, жалею, что киносов не стало, потому что это очень оригинальная такая постройка. На первом этаже это действительно амбар, где съестные припасы там и прочее, утварь, посуда, а наверху всегда спали. И там хранилась одежда, так что это такие нюансы, которые делают удмуртский быт удмуртским. Ну, ладно, я сниму и дом, и кино, Вот только не знаю, что там внутри. Нет, вы хотя бы снаружи, внутри не надо, внутри я сниму. Хорошо. Ну, там, где туристы ходили, может, там как раз-таки подготовлено все. В общем, вот такие детали, вот нюансы, когда, значит, покойник вдруг начинает ходить, когда он еще в гробу лежит, это его душа, как говорится, может метаться, и она как бы беспокоит людей, вот то, что вот к дочери он приходит. И после этого, может быть, когда она говорит об этом или обсуждает с матерью, может быть, тогда они понимают, что стоит именно похороны таким образом устроить, чтобы он не ходил. То есть перевернуть его лицом вниз, значит, кол, но там еще и маком посыпать можно. Так что есть... Да, у меня есть это. Да, вот, поэтому надо как бы подготовить. Дело в том, что я как раз тоже об этом писала. Сам Туно как Туно, знающий, он ходить совершенно, ну, то есть он не должен. Ходит, если колдун. И причем вот когда Рима рассказывала о своем свекре, который все время раздражался там и так далее, и все время придирки у него были,
Вот у нас есть такое выражение «ведене золоте», то есть в нем как бы скапливаются внутри вот эти силы, нехорошая энергия, которая требует выхода, и он как бы разряжается таким образом. И вот, может быть, опять такая деталь будет интересна, но это для того, чтобы понять, о чем речь. И если человек, значит, есть отдельные вот эти личности, которые как бы вот переполняются этой колдовской силой, и они для того, чтобы не пускать это на человека, чтобы людей не задеть и не сделать им плохо, не нанести им вреда их здоровью и так далее, они отпускали эту силу, как говорят, значит, на лес. И вот однажды была такая ситуация, когда, значит, около леса мы там косили, женщины говорят, увидели кривые деревья и говорят, вот вы знаете, видимо, и среди деревьев есть несчастные. Вот тут колдун пустил свою силу, и эти деревья стали кривыми. Они не прямые, как все остальные, а вот на них как бы опустилась вот эта колдовская сила и не дала им возможности расти прямо. То есть вот такие нюансы, они могут быть. Но это не для фильма, это просто для восприятия того, что вот Туно у вас ходит. Но Татьяна, я у Николая Анисимова читал, что Туно не просто ходит, а чуть ли не каждый Туно ходит. Еще раз, пожалуйста. Я сейчас попробую найти цитату, я, наверное, сейчас не смогу цитату найти, но Николай Анисимов несколько раз упоминает, что Туно, он ходит. Да? Ну, значит, я не знаю. Раз Коля говорит, значит, ходит. А вот, Татьяна, давайте я вас процитирую, вашу статью про Туно и образ Туно, что это самое, что это же изначально был оборотень, я правильно понимаю? Медведь, волк, он умел превратиться. Он мог превращаться, да. Ну, то есть, и я так понимаю, что, ну, то есть у него нет, то есть он вот летает, у вас тут написано, в гуся превращается, летает. А почему ходить не может? Если это не Туно, это колдун. Сейчас я мы говорили о том, что у Туно больше власти, а колдун, у него отрицательная энергия, вот в чем дело. И он не может жить без того, что он эту энергию забирает у других. А Туно он просто предсказывает, он определяет, у него особая сила для понимания перспективы, скажем, он предсказывает будущее, он узнает о том, о пропаже, он как бы, почему он и называется знающим. Колдовство – это отрицательная сила, почему и боялись так людей, колдунов. Ну хорошо, ладно, давайте, в общем, Татьяна, у меня такая штука. Мне по сценарию, мне по эволюции героя, мне по высказыванию нужно, чтобы девочка связывалась с отцом. Вот, мне это нужно. Я хочу услышать основания, почему он не может ходить. Хотя бы если это будет, пусть это будет не... Давайте мы для того, чтобы мы все на этом согласились, согласимся, что девочка просто очень хочет, чтобы он к ней пришел. А на самом деле, может, он и не приходит, мы этого не знаем. Давайте мы согласимся, что мы, как сценаристы, которые знают, как было на самом деле, представим, что он на самом деле не ходил. Просто девочке показалось, она, ну, немножко... Я сказала о том, что душа, которая еще не определилась со своим местом, поскольку тело не определено, не погребено, душа в это время действительно мечется, она как бы находится здесь. То есть вместе с людьми в этом доме, и вот эта душа как раз может ходить. И вот тот комментарий, который я написала, когда девочка спит, значит, в киносе девушка, кто-то появляется, но это не конкретно там, не ноги, не так далее, а какое-то вот белое такое существо, как говорят, белый человек, и она это воспринимает как отца. Но это действительно его душа, которая ходит. Но не сам. Ну, понятно, он не из гроба встает. Я изначально не планировал, чтобы он сходил из гроба. Для меня это было именно перемещение его какой-то вот мистической, я называю это мистическая сущность. Ну, чтобы но это нормально, это нормально. Хорошо, тогда мы совсем согласны. Татьяна, можно я Диме передам? И мне кажется, ему тоже есть что сказать, и мы будем дальше продолжать обсуждение. Спасибо за ваше участие, я жду больше критики. Я в следующий раз специально напишу
Я знаете, как это, как училка в младших классах. Вот я оставлю на доске ошибку, и чтобы я обязательно накосячу очень сильно, а вы мне все покритикуете, чтобы мне стало спокойнее. Дим, давай вкратце изложи, пожалуйста, свое мысли, мнение по поводу того, что я написал, свое ощущение от этого. Вот. А потом я тебя тоже немножко поругаю. Класс. Я все записываю. Все, что вы сегодня говорите, все записываю, потому что у меня на самом деле очень много вопросов своих, как это все визуализировать. Да? Что бы вы ни написали, что бы я вам не написал со своей колокольни, как я это вижу, все-таки я больше буду погружаться в то, что вы напишете, как это визуально подать. Деревянный дом, к примеру. Вообще мне очень все нравится, конечно, да. Семантика, язык кино, с чего начать. Дим, давай по битшиту. Распахнутые зеркала. Я жду от тебя с записи, когда ты будешь разбирать, и ты все... Ты просто полностью переписал историю. Я хотел бы понять, что тебя конкретно не устроило в том, что я написал. Недопонимание. Недопонимание, потому что ты же сам сказал, что у тебя есть промахи, где ты что-то, где как описываешь. Не, это не критика, это не то, что я говорю, что ты не прав. Я просто хочу понять, что именно конкретно тебя не устроило в том, что я сделал, что ты решил полностью сценарий переделать. Я увидел так, по-своему. Ну да. Вот со своим видением, со своим воздухом в этом фильме, атмосферой, когда мы разговаривали за тем, что куда пойдет героиня, когда она пойдет, зачем она пойдет. На мой взгляд, я понял, что когда героиня хочет освободиться, побыть одна, тем более, когда приехала в Удмуртию только что, и когда на нее наседает опять здесь, она может насладиться одиночеством, гуляя по просторам Удмуртии. Для меня это кажется очень важным. Побывать на поле разнотравья, которое как раз-таки август-сентябрь, да, когда можно собрать... Значит, ладно, Дим, давай так. Давай я сосредоточусь на чем-нибудь одном, потому что ребята реально сейчас не очень понимают, о чем говорит речь. Почему ты решил сделать несколько сексуальных сцен в фильме? Я хочу это понять. Очень важная, на мой взгляд, история, потому что мы снимаем хоррор. Хоррор значит для взрослых. Если взрослые, то и если есть любовный интерес, который ты внедряешь, на мой взгляд, что не использовать секс в драматургию, да, когда мы говорим о том, что у нас депрессия у барышни, у нашей героини депрессия, и в городе она может обломаться сексом. То есть я делаю эпизод такой, смотрите, предлагаю. Когда героиня просыпается с утра от страшного сна, она в депрессии. Элементы цветочка мне очень нравятся, который завял. И зеркало. Татьяна, спасибо вам за зеркала. За зеркала мы мне просто вообще раскрыли целые эпизоды, где они могут быть открытыми, где они должны быть закрытыми, и как героиня их распахивает, несмотря на запреты. Это все очень круто. Ушел в смысле. Вопрос какой был? Зачем ты вставил несколько сексуальных сцен в эту историю? Да, с утра просыпается, потом идет к психологу. У психолога мы понимаем, что у нее есть проблема, но это проблема с детства, которая идет. Но следующим эпизодом мы можем показать, как она на свидании. И человек, джентльмен городской, может ее просто отшить, поясняя ей, что, ты знаешь, наверное, нам не стоит. Потому что ты другая, и вообще ты, наверное, не в своем месте, и строишь из себя здесь светскую барышню, а на самом деле как бы деревенщину из тебя не вывести. Хотя она красивая, по-любому наша героиня, она красивая, несмотря ни на что. Но поступки ее в городе, ее могут обламывать с точки зрения своей собственной личной жизни, построения своей собственной личной жизни. И у нее ничего в этом не получается, она живет одна в своей квартире. И только отец, который пришлет письмо, может действительно перевернуть в ней, дать ей шанс на изменение, на излечение
с теми проблемами, которые мы уже, в принципе, показываем, потому что мы показываем зрителю психолога, да, общение нашей героини через психолога. Поэтому я считаю, что должна быть завязочка, интрига, что наша героиня хочет устроить личную жизнь через секс. Мне кажется, это самый лучший вариант в кинематографе. Учитывая, что мы хоррор, и у нас 18+. Хорошо, кому есть что добавить? Но и дальше, когда я включаю, что есть любовный интерес, это любовь из прошлого, из ее прошлой жизни в Удмуртии. И первая их встреча, ты прописал эпизод Лиза Алерт, я же, в свою очередь, просто хочу увидеть, как они встретились с этой любовью, когда героиня в одиночестве. «Стогу сена» я у тебя прочитал. Да, но первоначально на рыбалке. Точнее, первоначально на реке, когда она вышла к реке, и вот он здесь. Ну, привет. И он деревенский человек такой. Но он простолюд. И как бы он осознанно пришел, он знал, где ее найти. Он знал, что она приехала, и он знал, где ее найти. Он к ней пришел, он вышел на рыбалку. Пускай у него будут удочки, к примеру. Он типа хочет завуалировать, что он сюда на рыбалку пришел, это случайная встреча. Но буквально пару слов. Мы все понимаем, что это прошлая любовная парочка. И следующим эпизодом мы показываем, когда все произошло за стогом сена на скошенном поле. И девушки удмуртки. Простите, я хочу, чтобы ты послушал людей, которые, ну, типа, услышал их. Дима, это, конечно, все интересно. Но, во-первых, у нас фильм будет 16+, и сейчас вот слушают, Дорли сидит. Ну, тут надо проголосовать просто, в принципе, потому что у нас открытые сцены секса явно не должно быть, на мой взгляд. Друзья, я сейчас вам рассказываю и не показываю прямых сцен. Только лишь акцентами, что это все произошло. Тут общались в баре, ничего не произошло. Он ее отшил, она пошла домой. А дома получила свою телеграмму. А встреча с этим деревенским пареньком, которого она влюбилась, они друг друга полюбили в 18 лет, но она уехала. Она уехала, он остался один. И вот, мне кажется, он проблема, он антагонист. Поэтому в твоем сценарии антагонист мне абсолютно непонятен. А я увидел антагониста, и поэтому решил все переписать. Потому что как бы у меня есть шла логика, и я готов, если ты все это покромсаешь и вставишь свою логику, и с логикой Татьяны, и с логикой всех, кто сидит в зале, с цепочками, с логическими, мы построим очень классный сюжет. Я не настаиваю на то, что я сейчас написал. Я просто хочу сказать, Дим, что я обещал тебя поругать, но на самом деле я хочу тебе сказать спасибо за то, сколько ты вкладываешь в историю, сколько времени, сколько сил ты вкладываешь в то, чтобы ее переписать. И я был бы очень рад, если бы ты столько же сил и усилий вкладывал в то, что ее дополнить, а не сделать свое поверх того, что уже как бы есть. То есть я специально выложил этот битшит для того, чтобы каждый мог вставить что-то в, ну как бы сказать, вот тут по этому моменту. То есть ты взял и сказал, у тебя не тот антагонист. Но я выбрал антагониста такого именно потому, что это жанр хоррор, и антагонист должен быть непонятным. Это не мелодрама, где бывшая любовь – это наша нынешняя. Это все очень плотно завязано на высказывание, которое звучит в том, чтобы национальная культура должна быть присвоена, чтобы давать силу. И в этом смысле антагонист – это чувак, который подчиняется злу. Он является воплощением этого зла. Он является слугой зла, поэтому он антагонист. И тот факт, что он непонятен, это что я специально в лекции сказал. Ребята, я не хочу делать логичного антагониста, потому что тогда он перестанет быть страшным. Его поведение станет предсказуемым, а наша задача делать его непонятным, откуда берущимся. Я хочу сказать, Дим, что я хотел бы очень, чтобы ты, поскольку ты будешь это воплощать в видео потом, я бы хотел, чтобы ты, обратил внимание на то, что мы очень, на то, что я очень супер лояльный чувак, который включает абсолютно все, что он слышит в историю, абсолютно все. Мне дают статью, после этого часть этой статьи появляется в истории. Но ты пытаешься переделать ее полностью. Из-за этого мне очень сложно что-то у тебя брать.
Потому что у меня есть определенная логика, ты ее не понял, пожалуйста, я объясню тебе. И это же касается того, что ты начинаешь рисовать сцены сразу. Обрати внимание, как я оформляю, потому что за объявление лучшего, как я оформляю битшит. Там просто 2 слова. Герой встретил третьего героя. Герою пришел отец. Когда ты что-нибудь пишешь, допустим, ты можешь также написать. Ты можешь сказать, герои трахаются. Даже не нужно писать, что это происходит в стогу, потому что это тебя сбивает. Потому что завтра у нас не будет стога, а будет болото. И им придется это делать в болоте. И то же самое касается всего остального. Когда ты делаешь историю, вот ты написал синопсис, да, ты это сейчас я скажу. Прости, я закрыл, но я найду. Ты мне скинул PDF-ку, где ты расписал вот коротенько вот так вот. И это описание уже сцены, опять-таки. Вот это логично и правильно, как ты это сделал в PDF-ке. Только это нужно делать уже мы же все в какой-то вклад делаем. А ты берешь просто и говоришь, все окей, я сделал вообще все по-своему. Теперь у меня антагонист этот, и они будут сексом заниматься. А у меня вообще история про мертвого отца. Причем тут секс? У нее горе, она отца потеряла. Какой, секс? И это максимум, что она может сделать, это за ручку лишний раз его взять, просто прикоснуться к нему, почувствовать человеческое что-то. Потому что ее мир рушится, у нее завтра брата зарежут с матерью. Опять же, это моя своя логика. Я каждый раз тебе, Дим, говорю одно и то же, что если у тебя есть свое видение, и оно сценарное видение, режиссерское видение, но если мы же райтрум, мы же команда, мы исходим из чего-то, из одних посылок, у тебя микрофон включен. То есть ты очень, очень круто затрачиваешься, очень круто делаешь. Но когда ты делаешь что-то совсем не в рамках того, что происходит, мне очень сложно хоть что-нибудь из этого взять потом. Допустим, мне очень нравится сцена с чуваком, которому она хотела на одноразовый секс. Но у меня это очень плохо вяжется с героиней, сдержанной, правильной удмурткой. У меня это вообще, честно говоря, никак не вяжется. Я могу себе представить какую-нибудь сцену, что она пошла там на это свидание, но там секса даже рядом нет. Потому что она просто пошла поговорить с кем-то, и страшно там идти. Это вот максимум того, что я вижу. Если ты это видишь по-другому, окей, но, по-моему, ты видишь другого героя просто. И от этого получается, что твой герой действует так, как, например, он, по-моему, вряд ли бы стал действовать. То есть история про секс в стогу – это история про летнюю классную историю типа Дорели, вот ее поляков. Видел вот этот фильм? Вот там можно это представить. Дорели ее поляки – это... Что за история? Ягода... Это третий не вышедший фильм, походу дела. Я просто его видел. Но там солнечная летняя история про любовь деревенского парня к столичной певичке. Да, мы просто здесь прикалываемся, да. Давай продолжаем дальше. В общем, да, я хочу сказать, Дима, что ты большой молодец. Но тебе нужно овладеть самурайской сдержанностью, потому что самурайская сдержанность предполагает, что ты не наносишь удар катаной сразу, как видишь врага. Ты начинаешь снимать фильм в своей голове, как только видишь строчку «Ночь». Нужно себя удерживать, чтобы нанести удар в максимальный момент по солнечной артерии и сразу башку снести. Вот этим мы занимаемся. Пожалуйста, не снимай свой фильм, потому что сценария еще нет. Это битшит, это вообще не сценарий. Это просто история. Для себя логично. Я тебе каждый раз говорю о том, что классно, если ты ее напишешь. Типа, классно, и мы снимем это. Вот там с Владом решим. Но сейчас мы пишем немножко другую историю и немножко о другом. И это очень важно, потому что наша сверхзадача поставить на карту удмуртскую культуру. И это то, чем мы занимаемся. Наша задача слушать Татьяну, кивать и делать, что она скажет. Потому что она знает удмуртскую культуру. И Дорели знает удмуртскую культуру. И Римма знает удмуртскую культуру. И когда они что-то говорят, мы просто это берем под козырек. Потому что мы хотим поставить эту культуру на карту. То есть наша задача – это рассказать об этой культуре людям, которые вообще не понимают, что это такое. У нас заканчивается И это наша главная время. задача. Да, все окей. Дим, сейчас снова я закончу. Сейчас вернемся. Скидывайте в чат. Давай. Короче, Дим, тебе, не знаю, 5 пятерок
за то, сколько ты вкладываешь время и сил, но 3 за внимательность. Потому что это не вопрос эго, это не вопрос того, что я такой, ой, идите все нахер, я это написал, и теперь мы будем делать, как я сказал. Но есть определенная форма, в которой мы работаем, в которой я загоняю вас для того, чтобы вы учились делать все правильно. И битшит – это ровно та форма. То есть если у тебя есть претензия к какому-то биту, ты правильно обводишь слово «нет» и говоришь «нет, тут не так». Но не так в рамках логики. Ну, то есть здесь есть эта сцена, потом идет следующая сцена, и вот между ними вот это вот. И если она туда не встает, ты говоришь, это сюда не встает. Вот. И пишешь, как это происходит, также коротко. Она идет заниматься, страхаться в стогу. Да, я понял. Я всего лишь тренируюсь создавать свое авторское кино. Дима, ты прекрасен. Это не критика. Это не критика. Это я тебе помогаю делать твое авторское кино. То есть, если ты сделаешь, потом сидишь и это снимешь сам, вообще без проблем. Но тут есть какая штука, что есть просто формат некоторый. И ты говоришь, я в него не помещаюсь, я автор. И это тоже классно. Но я не могу это откомментировать, я не могу это вставить, потому что я работаю я ремесленник, понимаешь? Я не авторское кино. Я чувак, который шестеренки складывает, чтобы они время показывали. Я чувак, который знает, что вот здесь должно стоять вот это. И вот оно мне тут надо, потому что ты видел, как у меня все написано? У меня эмоция. Эта сцена должна давать такую эмоцию. Эта сцена должна давать такую эмоцию. Потом я читаю 5 сцен, смотрю, что-то тут тоскливо и грустно, тут нужно юмор. Это просто чисто ремесленная штука. Мне нужен этот юмор, потому что стало слишком грустно. Или стало слишком тупо, нужно добавить что-нибудь умного. Или давненько мы не делали ужасов. Мы же фильм ужасов. Вот такой вот я чувак. А ты чувак, который такой, и вот есть мое видение мира. И это круто. Но видение мира в данном случае мы не делаем авторский фильм, к сожалению. Мы делаем мы стараемся делать коммерческий продукт. Мы хотим не просто удмуртскую культуру на карту поставить, мы еще хотим денег заработать. Правильно, Влад? Так хотя точно. бы зрительский интерес, хотя бы то, что люди это смотрели. И поэтому лично я, Вова Меленчук, свой эго, себя и свое видение мира вообще сюда не вставляю. Я просто анализирую вас и делаю из этого какой-то удобоваримый продукт, который бы всех бы вас сюда включил. Поэтому, Дим, ты один из авторов сценария, уже. Ты победил, ты один из авторов сценария, ты там будешь, теперь, пожалуйста, будь просто внимательнее с тем, что ты работаешь, и ты просто половину этого сценария сам напишешь. Вот. Просто внимательность. Внимательнее читай то, что я пишу, то, что я делаю лекции, это все не просто так. И это нужно просто прочитать, послушать и делать вот куда поставили, вот туда. И все будет круто. Все. Теперь у нас следующий Саша рвется в бой. Ага, я коротенько, на самом деле. Я понимаю, что эта история все-таки у нас про биты, и я в какой-то степени принципиально не трогал блок битов, который мне остался немножко непонятен, да. Я понимаю, что это еще не этап поэпизодника, но все же у меня до сих пор висит вопрос. Я, честно говоря, не понимаю оснований для происходящих убийств. Ну, то есть вот прямо для меня это критическая какая-то проблема. Я его не вижу, его обоснование, и даже, если там появляется у тебя там условный какая-то девочка-блогер, там, да, как некая противоположность, я не понимаю, с точки зрения оппозиций геройских, да, что вот эти вот жертвы будут выражать и как они будут подчеркивать нашу идею, высказывания и выражать героиню. То есть вот с убийствами, по-моему, все сейчас очень размыто. Я понимаю историю девочки, отца, там, родственников, да, то есть понимаю, как выстроена последовательность событий. С убийствами вот что-то прям туго. Я причем сейчас не возьмусь высказывать, я об этом думаю, но вот предлагаю просто, может быть, об этом всем задуматься, потому что в моей картине мира это размыто. Возможно, ты сейчас объяснишь, возможно, у тебя уже есть четкое понимание, почему происходит убийство и как они влияют на понимание нашей главной героини, но вот для меня это, пожалуй, ключевая проблема, которая вызывает мою внутреннюю критику. И такой еще маленький комментарий. Я почему-то вспомнил, когда появились «Ночи» с покойником, невольно вспомнил Гоголя, Вия, да, то есть где бдит там Фома, Хома, вернее, да, над трупом паночки. Да. Это так. Да, конечно.
Такая, в Да. общем, такой Ну, референс. Да, ну основная да. проблема вот та, которую я высказал. Отличный Собственно, референс. все. Отлично, комментарий. Вот, друзья мои, что я хочу слышать. Вова, ты написал говно, переделывай. Вот это мне нравится. На самом деле ты прав, и у меня нет полного ответа на этот вопрос. У меня есть ответ, то есть я понимаю, то есть я уже когда лекцию записывал, я говорил об этом, что мне нужно убить кого-то важного для героини, чтобы стало понятно, что мать или брат придется выбирать. Вот. Вот, например, Влад в своих комментариях все очень кроваво и подробно объяснил. И сколько там мяса он придумал. Вот, Ты можешь кстати. даже напомнить, я потому что не перечитывал. А можно я буду с выражением, каким мне кажется, ты это писал, читать? Давай. Сейчас. Я сейчас зачитаю. Так. Брата уже нет. Она выезжает из больницы на коляске. И следующий кадр — интервью с психоаналитиком. Либо это можно сделать в этой же больнице, пока она там на реабилитации. Не, прости, это не то. Это тут уже... Так, сейчас Это финал, мясо. финал. Сейчас. Да-да-да, это финал. Блин, а где ты тут людей-то убивал? Сейчас я найду. Про то, что и ногу отпилили. Вот я хочу это найти. Это в конце. Ладно, это в короче, самом конце. да, я тут все выделил себе, брату выкапываю. Вот. По обычаю какой-нибудь друг Туно подбегает и топором рубит его. Типа он давно вычислил убийцу, выкапывает ее, отвозит в больницу, по пути попадает в аварию, после которой ей ампутируют ногу и руку. Да. Весь сюжет крутится то, что все потом умершие люди, кого убивают, они все в итоге остаются наполовину. То есть все без одной руки. И в конце она же и становится... Угу. Это следующая часть. Значит, я считаю, что Саша обнаружил супер точно, четко обнаружил проблему, которая у нас сейчас есть. К сожалению, тут есть к ней такое дополнение к этой проблеме. Я тоже размышлял о ней. И в лекции, кстати, это есть, где я сижу и грею голову, потому что есть, с одной стороны, это нам убийства нужны, потому что это хоррор. С другой стороны, какое убийство не сделай, оно настолько сильно повлияет на общую атмосферу, что, ну, как бы она переклинит с вот этих тонких настроек из серии этносов, песен и у отца, и переживаний героини, поэтому просто превратит это все в трешачевый фильм с убийствами, ментовской боевик. И я сам не знаю ответ на этот вопрос сейчас. Возможно, есть такая теория, что, возможно, я и не буду его знать. То есть я себе где-то, ну, как бы, я себе где-то позволяю предположить, что, возможно, я не буду объяснять мотивы антагониста этих убийств чем-то по-другому, чем я хочу захватить мир. То есть, типа, возможно, я это просто в кульминации проговорю одним фразой из серии «Я вас всех ненавижу», там, там, у меня мама умерла, возможно, даже этого не будет. Есть фильм «Психо» у Хичкока. И вот такого уровня объяснения я, в принципе, себе готов позволить сделать, потому что во многих фильмах ужасов, которые я видел, объяснения меня просто не устроили. Из серии «Невеста» или «Владение 18». То есть для меня это просто бла-бла-бла. И антагонист, который непонятно почему замочил кучу людей. То есть для меня важно вот что. Если я смогу сделать так, что я точно покажу зрителю, что вот этот чувак этих людей замочил, то для моей истории, для меня, того, что я рассказываю, и ты можешь со мной не согласиться и добавить это, и это не будет плохо. Но для моей истории важно, чтобы было понятно, что он их замочил. Почему он их замочил? Вопрос не настолько важный. Ну, то есть пока что я для себя еще до конца не ответил на вопросы истории самой героини. И, возможно, этому будет место, а возможно, нет. Потому что кульминация – это дыщ. Там нет места для монолога, который все объяснит. И если ты, Саша, теперь персонально ответственный за мокруху, по мокрому делу спец, тебя пахан назначил, поэтому ты у нас спец по мокрухе. И ты мне на этот вопрос сам и ответишь.
потому что ты сам это написал, и ты сам эту проблему поднял, и ты соавтор сценария, так что теперь это твоя проблема. Я не Бой! отказываюсь, я подумаю, просто да, у меня... Да, значит, имей в виду мысль- вот что, Саш, да, извини. я тебе скажу, направлю твою мысль. Я как и Дима, я направляю ваши мысли, я их не диктую. Но я направляю их в нужное русло, чтобы они работали, как мельница, мололи зерно. Тебе нужно ответить вот на какой вопрос. Не на то, почему он это сделал, а на то, как это очень быстро и ярко показать. Мне все равно, что это будет за мотивация. У меня есть в лекции, и я тебе скину мир персонажа, попроси меня отдельно, я тебе скину. Там написано про антагониста, что антагониста, кредо, это если ты служишь могущественной силе, то ты сам становишься могущественнее. И если ты, подав это кредо, оно важно для истории, и если ты придумаешь, как это подать, пусть это будет любая мотивация. Придумай не саму мотивацию, придумай, как ярко показать. И когда ты это придумаешь, я это вставлю в фильм даже без малейших редакций. Ну, Это я ответ на дам твой вопрос? комментарий, возможно, Давай. это как бы наведет на мысль, возможно, нет. Я тебе уже писал, да, вот историю про Hellraiser, там, да, который набирает себе там количество убитых, чтобы как-то восстановиться в реальности. Здесь у нас вроде как есть некий полусмурт, то есть получеловек, да, и вот уже только что упомянутая история Влада там с отпиленными ногами. То есть, это очень крутая история. Я пытаюсь понять, как ее придумать, вставить. вот у меня, да, такая мысль, что может ли быть вообще такая ситуация, что ну, как бы люди реально отпиливаются какими-то частями, и причем это происходит случайным образом. Ну, то есть там кто-то в косилку, там, не знаю, попал, Комедия, кто-то в комбайн. Но я не говорю в буквальном смысле, понимаешь? То есть, условно, человек определенным образом умер, а потом там его обнаружили, и чего-то у него не хватает. Не знаю пока, ладно, я подумаю. Я сразу хочу сказать, Саш, имей в виду жанр ужасы. Это смешно, то, что ты рассказал. Угу. Ну, это можно, давайте конечно, Рима, сказать, и смешно. давайте Да, неприятности Рима встала, с Гарри, она... да? Да. Рима встала и в нетерпении это самое сердито смотрит. Давайте вам следующее дадим слово. Устала сидеть. Ну, я вот думаю, все можно оправдать. Я думаю, спасибо, Саша. Все можно оправдать. Почему добрые люди все время добрые дела делают? Никто ведь как бы как в порядке вещей. А почему маньяк? Рима, давайте по битшиту. Маньяк тоже убивает людей. Я поэтому просто дополняю. Каждый живет по своим понятиям. Поэтому то, что убивают, потом же они все возвращаются. Это нормально, поэтому как бы и не жалко, что их убили, но потом они вернулись к нам. Они же все возвращаются, или не так? Нет, не так. Но ваше-то мнение о битшите какое? Что? Какое ваше мнение о битшите? Вот я прочитал и ваши комментарии все выписал себе в бумажку. Что вы вообще думаете, вообще в принципе о том, что вы прочитали? Вообще, ну, мне кажется, знаете, очень не хотелось бы, раз вот моя нация, она не смелая, что она, героиня, убивает этого антагониста случайно, но не специально, не так сильно борется, а просто вот в течение каких-то обстоятельств, что вот ей просто даже Вселенная помогает. Это всегда так. Добрым людям помогает даже Вселенная. Рима, вот у меня с этим, я буду с вами спорить, потому что я редко спорю, но тут я буду спорить, потому что моя тема – это женский empowerment, это женская сила, это сила смелости, вызова, бунта, это сила подчинения себе традиции. И если она просто с нее все сделает саму, как за принцесску, моя героиня, она бунтарка, она даже немножко, она даже не совсем хороший человек, я бы сказал. Она ничего хорошего-то толком не делает. Но вот то, что она... Ну, то есть то, что победить зло может только кто-то, кто реально будет с ним сражаться, а не само за него Вселенная сделает. Тут идеологическая разница. Мое высказывание – это empowerment. Мое высказывание – это гордость и сила. Я себе плохо могу представить человека, который силу сделал, и потом Вселенная за него все само сделала. Я считаю, что она должна его сама убить.
Она и плохого ничего не сделала. Я объяснил, почему я считаю, что она должна убить его сама. Ну хорошо, я не буду спорить, пожалуйста. Нет, спорьте со мной. Вот это ровно о том, о чем фильм. Нет, я спорю, я буду доказывать свою правоту. Вот это моя героиня. Она будет спорить. Ей сказали, она говорит, нет, я все равно не буду. Допустим, вы можете сказать, Вов, я не хочу, чтобы она убивала, потому что я не хочу, потому что она никому не может причинить зла, потому что она и брата потеряла, и она ценит жизнь больше, чем правоту. Это будет хороший аргумент, потому что она правильная девушка, потому что она не может отнять жизнь, потому что у нее брат умер, и она не может отнять жизнь. Ну, Тогда она не будет его убивать. нет, так-то по большому счету никто не может. В студенческие годы я тоже говорила, когда у меня спросили, мы какую-то сцену там ставили, это вообще не важно, у меня спросили, ты сможешь убить человека? Я говорю, да вы что, как это, я могу убить? Но вот когда у меня дети появились и их чуть не раздавили, тогда я поняла, что я могу, я готова была разорвать всех. Я могу, смотря какие обстоятельства. Хорошо, то есть, в принципе, героиня, если ее обстоятельства, либо она его убьет, либо ее мать с братом погибнут, она все-таки его убьет. Все, спасибо. Люда, Привет еще раз. можно я сначала отвешу тебе комплимент? Мне очень понравилось то, что ты написала. Спасибо. Мне очень понравилось, и я уверен, что я возьму все или почти все. И про звонок, и про песни. Очень классно. Я запишу лекцию, там будет про это. Ты очень классно написал, ты большой молодец. А, А теперь, что? теперь критикуй. Так, ну вот я с Сашей согласна, абсолютно. У меня вот такое же ощущение. Вот некое вот эти все смерти, они тоже для меня, ну, непонятно, как это должно быть, как это надо сделать, и должны ли быть они вообще. То есть вот сейчас говорили про то, что в деревне с кем-то что-то должно случиться, например, там, не знаю, пошли валить лес, спилили дерево, и, не знаю, ветка обрубила там, не знаю, ногу, часть, или как это было и правда, прошла через голову. Ну, то есть это как какие-то должны быть, может быть, случаи, которые дают сигнал о том, что вот я тоже об этом еще, я не углублялась, я всю ночь, полночи вчера читала, вникала, и вот это тоже есть для меня загадка. Я тоже буду на эту тему думать. И сегодня еще говорили про музыку, что нужно наложить электронную музыку. Это вообще никак просто. Должны быть какие-то, наверное, удмуртские напевы. И только на вот там есть старший брат, которого надо, да, показать, какие-то его там увлечения или что. Вот там можно добавить какую-то электронную музыку, но тут точно не про это. Ну, это, по крайней мере, у меня такое ощущение. Ну, это режиссура, это не И сценарий. еще, да, еще мне нравится, что во всем этом, ну, прям какой-то такая удмуртская манера есть. Все, что вот ты делаешь, как-то вот это, мне нравится, какая вот героиня, что она вот с определенными Люда, мы какими-то... договорились, что мы комплиментов не раздаем. Мы только Так, все критикуем. поняла. Ну, Только не я знаю, хвалю. я вот все, что я пока надумала, все, что вот я написала, дальше я еще буду в Хорошо, тогда процессе. тебе спецзадание. Давай. Придумай мне ужасную смерть на кладбище любовного интереса героя. И придумай мне, как это сделать случайно, а потом придумай мне, как из этого случайности героине объяснить, что сейчас ее брат с матерью погибнут. И если сделаешь так, я уберу все убийства. Так, давай еще раз. Нужно сделать сцену, когда вот это вот Нет, ее мне нужно любовь... просто героиня, вот видела бит? Героиня приходит на кладбище и видит убитого любовный интерес. Да-да. Вот как он умер? Чтобы я понимал, что это злая А воля, и в почему то он же на время кладбище должен умереть? он сторожит могилу. Могилу нельзя оставлять одну.
Ну, пусть Но он это будет. должно быть ужасная смерть, Люда. Это не должно быть просто он упал в могилу и шею свернул. Это должно быть ужасная смерть. Надо подумать. Нет, сейчас не отвечай. У нас Я будет... поняла. Мы устроим... Знаешь, что мы устроим? Мы устроим батл. Мы устроим батл умов. Ты будешь придумывать ужасную смерть случайность, Саша будет придумывать ужасную смерть намеренно и будет искать мотивацию. Кто победит? Но я думаю, что мы объединим это в итоге. Потому что я оставлю тогда, если ты придумаешь классные смерти, я их оставлю все, а злую мотивацию все равно оставлю. Ну, то есть это все сделал полисмур-антагонист, потому что Саша придумает почему. Но убивает он их так, как случайные обстоятельства, как случайную историю. Но только ты мне это придумай, потому что иначе, непонятно, что это будет. Иначе я оставляю растерзанное тело. Это растерзанное Поборись за тело. Риму. Самое вот здесь то, что это происходит на могиле. Ну, как-то вот не А мне надо, резонирует. чтобы на могиле. Мне по истории и по высказыванию надо, чтобы на могиле. Так что вариантов нет. Понятно. Будем думать. Все, я жду от тебя историй. Ты Окей. классно пишешь, у тебя талант. Окей, спасибо. Влад, теперь ты замыкай. Ты последний у нас автор. Последний. Магиканин. Точку буду ставить. Но Что смотри, думаешь о том, что получается? Да, смотри, это я тоже прописал, то, что находили там пальцы, да? Ты описываешь то, что пальцы. Но мне кажется, это не так страшно. Это как в фильме там 7, там по частям там находят, но это как-то, что-то там в коробке, это не так. А когда что-то объемное валяется, типа руки, а я начал свою историю то, что обязательно каждая смерть, человек пропадает именно в лесу, то, что полосмурт его уводят, и обязательно должны находить и одну ногу, и одну руку. Мне кажется, вот это страшно. Вот это люто. И уже потом по руке, ноге и определять, кто это там был, чем пальцы. А вообще? Ну, знаешь, я с тобой согласен. Но у меня такая с этим проблема. То есть, типа, я в теории согласен, что чем больше кровяки, тем лучше. Но с другой стороны, я понимаю, что нам по нашему характеру, по нашей истории, я почему палец-то выбрал? То есть у меня же изначально была какая-то часть тела. Потому что палец, он невинный относительно. Он не супер, он не кроваво страшный. Он даже смешной чем-то. Но жутко смешной. Я не знаю, я с тобой согласен, что это круто. Что если это рука и нога. Потому что это полисмурт, это прикольно. Да, надо об этом подумать. В этом есть как... Но короче, тут надо чуть дальше думать еще. Потому что у меня пока нет ответа. Опять же, просто вчера смотрел этот Чикатило, и когда там тело лежало, кадр был сверху, это было реально прикольно. То есть там целое тело лежит, а даже там, если отпилить там одна рука или одна нога, это как бы это уже объемнее смотрится. Угу. Но у нас-то найдут только руку и ногу, тело-то не найдут. Да. Что еще меня смутило? А покуда будем ногу отрубать с рукой? Если ногу отрубить слишком сильно, то она получится нога с попой. Там уж как получится, знаешь. Не пойдет. Надо, чтобы одно и то же было. Единообразно, безобразно, но единообразно. Покуда ногу будем отпиливать с рукой. Ну, раз полтела, значит, надо где-то там под яйки резать. Все. То есть попку все-таки будем чуть-чуть, да, мне выставлять. кажется, надо это, чтобы это валялось. Ну, ладно. Я забыл еще один аргумент, почему я хотел сделать пальчик, потому что пальчик дешевле сделать. Точно, да, я об этом тоже вчера думал, но я пошел по максимуму вчера. Дим, покуда отрубаем руки с ногами? У меня другой вопрос. Если мы находим часть тела, а сами тела мы не находим, то, как минимум, мы решаем проблему того, что не будут всю деревню хранить и все могилы копать. Но тогда, если у нас пропадают тела, куда их уносит антагонист? И, наверное, помереть он должен тоже там же, где все эти тела. Да, абсолютно точно. Да, согласен. И в конце вот эти все люди, которых мы потеряли, как-то их всех убили, я тоже описываю, что они обязательно должны быть во время смерти уже антагониста, то есть появиться половинчатые все. То есть в любом случае, Значит, Влад, давай так, я тебе как продюсеру скажу. Есть вероятность того, что у тебя не будет денег, чтобы снять эту сцену. Тогда убираем. Просто пропадает. Видишь, давай если так. пропали, Окей. это нам дешевле обходится. То есть они нигде больше не мелькают. Руки и ноги только.
еще раз, если мы уже обсуждали про полисмурта, я даже в лекции это записывал, что если мы покажем полисмурта, то это либо будет уебищно, либо смешно. Потому что смешно, если он скачет на одной ноге, это уже не ужасы. Это уже... Я просто уйду от него. Ну, типа, Согласен, это да, не да, страшно. А если ты его показываешь жутко, как вот Дима, да, говоришь, что такая вот фигня, то, типа, это... Ну, типа, это можно сделать, но это не очень круто смотрится. Круто – это когда у него и не должно быть две ноги. Например, я думал о каком кадре, что из-за дерева выглядывает кто-то, и там не помнишь, то ли есть половинка, то ли нет. Вот, то есть, как бы сцена с нападением полулюдей, она, то есть, если ты понимаешь, как это сделать, потому что я, честно говоря, этого не вижу. То есть, я когда вижу эту сцену, я вижу просто актеров, у которых замотана зеленкой рука и ноги, и они, значит, как они ходят или что. То есть, это, я не очень понимаю, как это сделать. Нет, но моя идея была в том, что... Сцена убийства Можно я закончу? происходит. Да, говори. Моя идея была в том, что когда героиня в земле, и над ней антагонист, из земли вот эти поднимаются руки, понимаешь? И они его к ней тащат. Ну, то есть, типа, ты просто закопаешь нескольких актеров, вот, с трубочками, и, ну, это можно сделать. Типа, и она там, одна нога его за ногу схватила, он упал, вторая рука притянула, понимаешь, третья не дает подняться. Вот такая вот штука. Как в, там, «Ходячих мертвецах», в каких-нибудь фильмах про зомби. То есть, это, я видел такое в кино не очень дорогом. Но если это будет толпа людей, то есть массовка, да, и они все без рук, без ног, это графика, либо это зеленка. То есть я не очень понимаю, как это сделать. Я предлагаю, давайте мы сделаем историю с руками и ногами, но не будем делать с толпой пока. Если что, я потом перепишу перед съемками. Потому что мне кажется, что эту сцену можно и с режиссером бы еще обсудить, и с оператором, постановщиком. У меня Потому вопрос. Что кто говорит? Дороли, я тут не видно. Это Да. Дороли. Просто я хотела спросить, мы вообще уже отказались от идеи Юрпыт Щотон, вот этого обряда. Там, помнишь, видео льва, там, где голову Так оно же коня через несколько отваривают? лет после похорон, разве нет? Ага. Просто, ну, интересно было бы тоже такая параллель. Ноги, руки. А мы думали, что мы же делаем все господи, в Луде, где как раз эти кости висят, и там трогать ничего нельзя. Там героиня брата потеряла. Просто вот, по сути, ну, понятно, что это все сложно снять, но там же тоже это все висит. Ножки, дорожки. Нет, я не говорю про сложность. Сложности – это не сложно. Сложности можно преодолеть. Вопрос в том, видишь, моя какая мысль в чем? Что мы, поскольку начинающие кинематографисты, и у нас тут нет супер клевой, грамотной команды графиков, и, скорее всего, у нас очень мало денег, то я исхожу из того, что как бы нам сделать так, чтобы нам вообще не потратиться, потому что это все равно дорого. То есть даже эту избу снять, это будет просто, вы будете вешать на каждый уголок лампочку, и к этой лампочке подадите электричество, вам нужно будет запитаться от 10 миллиард вольтного генератора, который будет шуметь, и вы не запишете звук. То есть, типа, это сложно. А если чем больше я добавляю сцен, которые дорого снимать, я исхожу из чего? Одна дорогая сцена. Все остальное буквально вот на уровне, вот бюджет, грубо скажем, я думаю о том, что я беру бюджет твоего фильма, поиска твоего фильма, я беру бюджет этого фильма и добавляю туда бюджет на одну дорогую сцену, и после этого мы можем это снять. И мы ничего не потеряем ни по эмоции, ни по чему. Вот так. Если у нас внезапно не объявится большой бюджет, супер поддержка, крутая команда графиков, крутые... Опять же, это не ко мне вопрос, это к дизайнеру вопрос, как он это сделает. Но если я понимаю, что я пишу у себя в сценарии, идет толпа мертвецов, я должен понимать, так, это толпа зомбей, они типа, у них грим, у них зеленка, они 3D-графика. И пока что я этого не понимаю. Если я это пойму, и допустим, я сделаю как... Я могу написать это, Влад, мне совершенно не сложно. Но я думаю о том, просто как режиссер-постановщик, который работал тоже на съемках, и я понимаю, что это все, это, во-первых, деньги, а во-вторых, это будет даже фигня. А даже то, что нужен специалист, который это сделает офигенно. А я даже не знаю в России таких специалистов, если честно. Я не знаю, кого пойти. Сказать, нарисуй мне зомбака. Я не знаю, куда пойти. Ладно. Все правильно, поддерживаю, да, вот сейчас Дима. Команда специалистов – это на мне. Если Влад говорит о том, что, ребята, есть финансы, вот они собраны,
мы от этих финансов разбираем, насколько мы можем. И дальше, видимо, ты уже помогаешь нам либо увеличивать что-то в сценарии, либо уменьшать. Нет, я изначально считаю, что... то есть есть разные сценаристы. Некоторые люди говорят, пиши на максимально дорого, потом, если что, удешевить. Я чувак, который всю жизнь занимается некоммерческим и малокоммерческим кино, ну, в те моменты, когда я не работаю в коммерческом кино, я говорю, что я лучше всегда напишу дешево. И так, чтобы я это смог снять у себя на заднем дворе на телефон. Лучше я так это напишу, чтобы это было, работало эмоционально, даже если я сниму это на заднем дворе на телефон. А потом, если вы хотите взять Red One с подсветкой из коптера снять с вертолета, и потом вы решите добавить 3D-графику в стиле «Властелина колец», то вы просто добавите ее туда, и это ничему не помешает. Но если я вам дам задачу, скажу, снимайте «Толпу мертвецов», вы придете на съемки, подготовительный период у вас маленький, у вас экстерьерные съемки уже пустые. У вас подготовительный период вообще почти нет, это 2 месяца, это вообще ни о чем. Вы не подготовите эту сцену с мертвецами, со светом, у вас будут пересъемки, пересветы и переработки. И вы на этой сцене, что я вам это напишу, я напишу это одной строчкой. Эта одна строчка, это вам плюс 2 миллиона. Поэтому лучше я напишу такую строчку, которая не будет плюс 2 миллиона. Если у вас будет плюс 2 миллиона, вы просто добавите эту сцену туда, и все. Я напишу вам эту строчку, и вы сами ее себе напишите. Скажете, а теперь это не 3 руки, а толпа мертвецов. Но пока что я напишу про 3 руки, и это вам не будет стоить примерно ничего. И потом, если вы захотите сделать ужасы и монстров, и полысмурта, и неусмурта в высоту леса, и сделаете это не как Гайдай, просто вырезав его, понимаешь, на зеленке и туда поставив, если вы так сделаете, это будет супер классно. Но пока что я пишу, исходя из бюджета фильма «Дерели», где просто чувак сидит за столом, ест пельмешки. Вот на таком уровне я планирую бюджет и пишу фильм. А если у вас он будет большой, то классно, вы снимете «Властелин колец». Но моя история будет работать, даже если у вас будет бюджет фильма «Дерели». 3 бутерброда. Нет, я уточнил сейчас там было 200 тысяч рублей. Ну вот, 3 бутерброда это называется. Это один съемочный день, это пол съемочного дня на любом сериале. Там 300-400 тысяч съемочный день стоит. Нет, не унижает он Удмуртов, правильно все говорит. Я не уважаю Удмуртов, дорогие. Бюджет всех моих фильмов, которые я снимал, примерно 50 тысяч, а их было несколько. Ну, это те, что я сам как режиссер снимал, независимый. Ну все, вот. Это первый наш будет, который уйдет за 100, как минимум. Класс. Ну вот я должен тебе написать так, чтобы ты его за 100 снял. А если у тебя потом появится... То есть просто смешка, вот как бы в чем штука независимого кино? Она в том, что ты можешь сделать что-то очень дешево, и это будет убого смотреться. Лучше мы снимем красивые виды реки на хорошую камеру, чем мы снимем убогого, нарисованного криво в лесу на зеленке полысмурта. Я вам серьезно говорю. Лучше пусть мы увидим эту руку или этот палец и испугаемся, чем мы увидим огромную фигню с кишками и будем смеяться. Ребята, мы все просто включите любой русский ужастик, посмотрите, как это выглядит, и задайте себе вопрос, меня это напугает или меня это смешит. Так вот, я хочу, чтобы это пугало, хотя бы на уровне беспокойства, тревоги, нарастающего какого-то нервика. Поэтому я вот так упираю на отношения, на депрессию, на какие-то тревогу из серии просто на столе появилась крынка молока. Кто написал, не помню, классно написал. Про крынку молока, что молоко и булочка. Ты, Влад, написал? Нет. Нет, кто-то классно написал. Саша написал. Саша, классно придумано. Прости, что я забыл, что это ты. Классно про молоко, вот это классно. Вот когда ты видишь стакан молока и тебе страшно, вот это хорошие ужасы. Вот. Поэтому я на это так упираюсь, чтобы мы могли взять, не знаю, 3 деревенских баб, туда их посадить, одного актера, одного полуактера и сделать. Чем если сейчас, как на «Властелин колец» вам напишу, вы потом просто... То есть вы это снимете, но это будет плохо смотреться. Зачем снимать то, что заведомо плохо смотрится? Если будут лишние деньги, выделите их на то, что на хорошую камеру, на там грамотного режиссера, потратьтесь на людей. А техника это все приходящее. Ну, типа, с этим можно справиться. Вот у Саши фильм, там вообще снято на камеру трясущуюся, и вообще нормально смотрится. Где бабка сидит за столом и поет, да я чуть штаны не наложил, как это увидел.
Ё-моё, а можно мне такое же? Ну, типа, классно. Вот. А там вообще ничего нет. Просто, блин, бабка сидит. Вот это страшно. И мы такое и делаем. Я еще хотел спросить Татьяну. Татьяна, а вы скинули песни? Не Вове? скинули. Я пока не скинула, но вот то, о какой песне говорит Владимир, я думаю, что это как раз тот вариант. Просто где-то в понедельник, потому что у меня не было работников архива под рукой, и мы нашли то, что нужно, но не смогли изъять пока. Так что ищем. Классно. То есть, Влад, ты понимаешь мою аргументацию, да? Я тебя полностью поддержусь. Ты все правильно думаешь, да. Я также. И это У так меня же, в голове, как с конечно, пальцами. нету трансформеров, там Да. фильмы снять нам. Я отталкивался вообще от сериала «Территория», который, в принципе, снят один в один. Вот все так же. Чисто идет красивый фон. Вот это все деревенские дома, улицы, лес. Но там в самом конце только графика появляется. Я понял, что да, мы вот аналогично все правильно делаем. То есть, типа, просто в территории там не видно, где это работает. Ну, то есть, опять же, территория хороший пример, потому что в территории убери оттуда это все, сними это на трясущуюся камеру, это все равно будет нормально. Это будет не супер, но это будет нормально. Нам сейчас цель – это сделать так, чтобы когда все пойдет не так на съемках, или если оно все пойдет не так, чтобы если у нас не будет идеала, а будет просто минимум достатка, чтобы вас тащила сама история. Вот эта задача. Чтобы, несмотря на то, что что-то там, ну где-то что-то не то все равно тащила бы история, как в «Латине 18». Вот такого вещи. Что там все так себе, но история тащит и норм. И нормально хаваешь. И мы также сделаем. Но у нас же еще есть удмуртская мифология, у нас же еще эстетика есть, и у нас есть еще то, что мы супер научно все делаем. Извините, Татьяна, мы так будем пиарить. Вот. И у нас есть такая вот история про отца. То есть для меня вот это вот то, что мы с Димой как раз про эротическую сцену за что-то зацепились-то. Почему я так стою на драме? Потому что я понимаю, что история девочки в депрессии, у которой проблемы с отцом, она может зацепить большое количество людей, просто девчонок простых городских, для которых это будет история. Они будут ужасы видеть, они будут видеть мелодраму практически. А это наш зритель, это то, что нам и надо. Мы хотим на «Медузе» статью, что мы сняли фильм про девушку с депрессией, еще и про Удмуртию. Нифига себе, крутые чуваки. И никто не будет смотреть, что у нас там это самое. Как мы это сделали. Вот в этом наша задача. Поэтому я так упираю на историю, на битшиты, вот на то, чтобы вы во всем этом участвовали. Короче, Влад, я думаю, что давай так сделаем. Я оставлю руку и ногу, не буду палец брать. Вот. Но как бы если... Ну, то есть, руки и типа, ноги мы с это меня, еще... я понял. Да, я меняю это, но я не буду ставить толпу мертвецов, а оставлю руки из земли. Все отлично. Вот, ну, по аргументации, короче, мой аргумент такой, что лучше пусть будет страшно и дешево, чем дорого и не страшно. А как насчет болота? Что болото для удмуртов? Вот это вопрос на год, а у нас меньше минуты конференции осталось. Это в научную работу пишут про это. Утопить всех в болоте, законсервировать как консервы. И антагониста туда же. Вот, отлично. Все, всех утопить. Это сказал оператор, вот сейчас запомните эти слова. Он сказал, что он в болоте легко снимет все. Да легко. Ох, я на это посмотрю. Погружусь вместе с камерой в болото. Будешь как Фродо, да, это «Властелин колец». Много ли болот в Удмуртии? Я так понимаю, дофига? Нет? Есть, найдем. И Хорошо. много пропадает там людей? А подожди, мультанское дело на болоте происходило. О чем мы рассказываем? Мультанское дело. Нашли труп-то на болоте. Там болото было год. Всем спасибо, Влад, пока.